А вот между Абхазией и Грузией война, ну, как и любая война, оставила тяжелые последствия для обеих наших народов. Тем более сегодня, когда ни мира, ни войны, нет никакого мирного договора между нами, это отвлекает значительные ресурсы от созидательного мирного труда, да, и мешает поступательному развитию для Грузии и для Абхазии. Как и многие народы, значит, да, тысячелетние соседями, наши взаимоотношения чередовались то войнами и миром, естественно. Ну, в большой степени это мирное взаимное сотрудничество было. Ну, были войны, ну, например, в 15 веке война была, в 17 веке между нашими странами война была, 30-летняя война в 17 веке. Кстати, тогда внутренняя междоусобица была в Абхазии, и Абхазия была очень расколота, и тогда вот Грузия тогда воспользовалась, и они дошли до Сухуми. И война где-то 30 лет продолжалась, потом междоусобицы ладились, объединились, и войну выиграли, и установили границу по реке Ингур. Это нынешняя граница вот, Ингур, это, на протяжении 300 лет, вот последних, взаимоотношения были мирные. Добрососедские отношения, но, конечно, не считать локальные конфликты, характерные, на границе локальные конфликты, характерные обычно для феодальной эпохи. Ну, как это ни парадоксально и как это не выглядело странным, когда обе наши страны, и Абхазия, и Грузия, оказались в колониальной зависимости от Российской империи, затем уже в составе Советского Союза, наши взаимоотношения коренным образом поменялись и приняли характер такого глубокого антагонизма между нашими народами, что вылилось в две крупномасштабные войны в 20 веке. Это в 1918 и 1920 годах после развала царской России, и 1992-1993 года после развала уже Советского Союза. Да? И надо сказать, что эти войны уже отличались от тех войн, которые, допустим, в средневековье между нами были, особенно 92-93 годы, не только различными целей и задач, которые стояли между Абхазией и Грузией, а по характеру своей жестокости, что вообще не характерно для вообще кавказских народов. И, естественно, в чем такая причина антагонизма вот именно в тот период, да, когда вроде бы не были самостоятельны между абхазским и грузинским народом, такое сложилось. Но обычно очень многие говорят, и в принципе в основном правильно тоже говорят, что существует большое влияние внешних сил, большое влияние больших империй, там, да, или и той империи, в которой находится. Любая империя использует такой принцип известный: разделяй и властвуй, натравливай друг на друга народ для того, чтобы держать их подневение. Безусловно, влияние это между Абхазией и Грузией. Внешние факторы, безусловно, существуют. Они, да и сегодня, вот те мировые державы, которые преследуют определенные геополитические интересы в нашем регионе, используют это наши противоречия в своих интересах. С другой стороны, и Абхазия, и Грузия тоже пытаются использовать эти интересы этих мировых держав или той или иной империи для достижения своей цели. Это обычное дело не только между Абхазией и Грузией, у всех народов. Так, но обычно известно, что геополитические интересы и вообще существование империи этого времени относительное. А эти интересы, и сама империя может разрушиться, а интересы держав тоже могут поменяться. А единственное, постоянно является географическое и историческое соседство между Абхазией и Грузией, между абхазским народом и грузинским народом. Поэтому ни одна внешняя сила не может установить мирные добрососедские отношения между абхазским и грузинским народом до тех пор, пока сами абхазы, сами грузины не осмыслят и не устранят те противоречия, которые привели к такому глубокому антагонизму.
А какие эти противоречия, откуда эти противоречия исходят? Если можно так сказать, вот со стороны Грузии и со стороны Абхазии. То есть здесь нельзя сказать, что только одна сторона имеет полную, значит, да, правда на ее стороне, другой стороне правды нет. Здесь есть определенные особенности национальных движений, как и у грузин, так и у абхазов, которые привели к этому антагонизму. То есть здесь с обеих сторон надо будет смотреть. Рассмотрим грузинскую сторону, как это происходило. То есть истоки нынешнего противоречия, нынешнего антагонизма уходит в 19 век. Надо сказать, что народы Кавказа, после русско-кавказской войны, в основном Кавказ был включен в состав Российской империи. В результате русско-кавказской войны на территории Абхазии осталось только 10% абхазов. Из 7 областей Абхазии 5 полностью были опустошены, но часть погибла в войне, оставшая часть насильственно была изгнана с Абхазии за рубеж, пределы, значит, Турецкой империи, за пределы Абхазии были изгнаны. Это было претворение в жизнь, указание, значит, царской России освободить территорию от коренных народов, от черкесов и абхазов, от Кубани до Ингурии. Это такая установка была. И черкесов тоже где-то 10-15% осталось на территории Кавказа. И абхазов тоже абхазов тогда около 30 тысяч осталось. Только в 2 районах. В Зыбском и Абжуйском. Там тоже, естественно, остались где-то 20-30%, которые жили там. И все были изгнаны. Сейчас известно, что по неполным данным где-то от 700 до миллиона человек там в Турции, в зарубежье, в Ближнем Востоке абхазов живут. Это потомки изгнанников. То есть Абхазия была опустошена. А царская Россия начала заселять колонистами, поселенцами, то есть благожелательными для России. Туда, естественно, кроме русских, здесь были греки, армяне, болгары, эстонцы, немцы. Здесь очень много сел, значит, эстонских было, болгарских и так далее, и грузинских, естественно. Грузины эмигрировали, начали тоже заселять. Из моноэтнической страны Абхазия в конце 19-го, начале 20 века превратилась уже такую пеструю в этническом отношении страну, где Абхазия уже, хотя составляли половину населения, но удельный вес уменьшался. Но в этот период наибольшее количество людей начало приходить из Грузии. То есть грузинская национальная элита поставила задачу о заселении Абхазии. Это известный есть такой был Яков Гагебашвили, это известный общественный деятель Грузии, у него статья даже есть, кем заселить Абхазию. Это потом еще грузинская дворянская знать, дворяне обратились к Российской империи с просьбой, что именно грузинами надо заселить Абхазию. Почему? Там 2 довода они приводят. Первое, потому что грузины своей кровью вместе с Россией завоевывали Кавказ, участвовали в завоевании Кавказа и прославляли знамя Российской империи. И второе, грузины являются соседями Абхазии, они более приспособлены к климатическим условиям Абхазии, чем остальные народы, которые вы там заселяете. Это я почти дословно говорю, это обращение грузинской знати, дворянства Российской империи. Это, в принципе, можно посмотреть в интернете. Это статьи, которые пишут, что именно грузины должны заселить Абхазию. Тогда, естественно, никого в мыслях не могло возникать, и в Грузии и так далее, о том, что Абхазия – это Грузия, что эта территория принадлежит грузинам, то, естественно, такое понятие такое еще не было, то есть они еще до этого не доходили. В этот период, то, что происходило со стороны Грузии, что еще момент такой был? Абхазия, как Сухумский округ, была подчинена в Кутаиси, там были губернии, Тбилисская губерния и Кутаисская губерния. Абхазия была в Кутаисской губернии. А в Тбилисской и Кутаисской губернии в основном администрация подбиралась из грузин. То есть это тоже грузинская знать, они служили
в Российской империи, это не только грузинские, другие вот народы, знать, они обычно забирали это такая особенность Российской империи. Например, если Англия в Индии, она индийскую знать не приравнивала к себе, а Россия вот знать тех народов, которые завоевывала и присоединяла, приравнивала к российской знати. То есть это очень важный такой момент, чтобы понимать особенности Российской империи, как те народы, как это здесь жили. То есть и грузины, вот уже служа вот в администрации и так далее, у них вот как бы это иллюзии возникают, что это территория, вот это украинский Тифлис и так далее, что они принадлежность к империи. Вот появляется определенный такой имперский синдром. То есть это даже уже оттуда, вот там, вот эта иллюзия, то есть любая империя, она дает. Да, любая империя так делает, допустим, когда несколько народов входят, элиту одного народа подчиняет другие народы, разделяя власть. Но эта ситуация, кстати, и повторилась и в период Советского Союза. То есть, когда царская Россия распалась, Абхазия провозгласила свой суверенитет. Был создан такой парламент Абхазии, Народный совет Абхазии, который принял Конституцию. Этот парламент, и Абхазия вошла в состав Горской республики. Грузия же вместе с Арменией и Азербайджаном они создали Закфедерацию. Это отдельный субъект был, а Абхазия в Горской республике. То есть они провозгласили, Горская республика провозгласила независимость 11 мая 1918 года. И только после этого, уже 26, 27, 28 мая, и Грузия, и Армения, и Азербайджан провозгласили свою независимость, и то под давлением, надо сказать, Турции. В мае в Абхазии был произведен государственный переворот, большевики вооруженным путем захватили власть. Тут такая небольшая коммуна была. И тогда Абхазский народный совет обратился к Закфедерации, тогда еще существовал, в мае Закфедерация, с просьбой о помощи. Тогда Закфедерации они прислали вооруженные силы, которые состояли в основном из грузин. И вместе с Абхазский народный совет со своими вооруженными силами, вместе этим отрядом, которые прибыли, восстановили власть. И Абхазский народный совет был восстановлен в своей власти, но уже междоусобица здесь уже пошла. Противоречия между абхазскими движениями, которые были существовавшие партиями и так далее, то большевики, то независимцы и так далее. И когда уже Грузия провозгласила независимость, она, воспользовалась этим, эти грузинские войска то есть сместили Абхазский народный совет и полностью оккупировали Абхазию. И тогда уже Абхазия сразу же создали такой отряд, вооруженный отряд Кираз, и начали войну против грузин. То есть за освобождение Абхазии. Потом уже Красная Армия уже полностью захватила весь Южный Кавказ, все республики. Во всех республиках была установлена советская власть. При советской власти уже как было, сейчас Абхазия была включена в состав Грузии в качестве автономии. Советская Грузия – это территориальное административное отделение Советского Союза. Это не государство Грузии, как и не государство Абхазии. Это тоже состав Советского Союза. Обычно кто-то называет ее Советской империей, кто-то по-другому. Республики не были независимы, они были зависимыми. Но в Советском Союзе народы делились на иерархии, ранги. Первый сорт, второй сорт, третий. Союзные республики – первый ранг, автономные, второй, области и так далее. И, естественно, Грузия получила, национальная элита получила определенные привилегии для претворения в жизнь уже определенных своих национальных интересов. То есть здесь мы уже видим появление таких идеологических обоснований, претензий Грузии на Абхазию. Исторические претензии, политические претензии Грузии на Абхазию. Начинает появляться публикация, что Абхазия – это Грузия, грузины здесь жили. В 1998 году вышла книга, где есть воспоминания директора Института истории Академии наук Грузии, Советской Грузии, это известного историка Бердзинишвили, где он описывает свои встречи со Сталином, которые происходили в 40-е годы.
Это очень интересно. Она была издана на грузинском языке. Часть ее, по-моему, перевели на русский, я сейчас не помню столько. Но там он описывает, какие указания Центральный комитет Коммунистической партии Грузии давала историкам, ученым грузин, как они должны писать историю. Более того, он приводит слова Сталина. Как надо, он восхищается Сталином, он хорошо знал на самом деле историю Древнего Востока, как надо писать, что грузины являются предками великих народов, там, хеттов, там, урартийцев и так далее, и что территория нынешнего Кавказа – это есть историческая родина грузин. Тем более, что касается Абхазии, как они должны писать, что это являются они подразделением грузинского народа. Это слова Сталина, он приводит. Спрашивают у него, как дело с абхазами, как они воспринимают, значит, грузинский язык, они уже полностью ликвидировали самосознание, чтобы они стали грузинами. Но работа ведется. Это 40-е годы. Работа ведется. То есть это прямые указания такие стали. Ну и тогда что еще произошло? Они, грузины, там начало происходить переселение грузин в Абхазию. Еще в период войны, 40-е, 50-е годы, более 100 тысяч селами переселяли в Абхазию, здесь строили им дома, были выделены огромные суммы денег. Ну, кстати, до сих пор тоже, вот если вы видели, дальше в Гудауте, где вот этот Хабста, там Бериевские дома до сих пор стоят, те дома, которые для них строили. До сих пор называются это Бериевские дома. И очень огромное количество людей было переселено. Естественно, потом уже грузины, чуть ли не половина населения, там 40-45% начали составлять. И тогда вот у них начинает, вот опять-таки, эта иллюзия, вот миф о том, что эти народы как бы являются территорией собственности этой Грузии. Это иллюзия, то есть принадлежности Грузии. Создается это миф. Миф, такой имперский синдром появляется. Это очень хорошо сказал известный правозащитник, лауреат Нобелевской премии, академик Сахаров. Он говорит, характеризуя Грузию, сказал, Грузия – это мини-империя. То есть фактически это мини-империя была. И национальная элита, вот эти иллюзии, то есть она впитала в себя вот эту вот имперскость, то есть она как бы уже такое воспитание элиты произошло, в котором имперскость, вот это вот определенной такой, да, особой роли грузин на Кавказе. Но здесь надо сказать, что вот та грузинская культура, взятая, воспринятая, да, вот у кавказских народов, наследие у кавказских народов, грузинской культуры, давала такой шарм, которые восхищались, да, вот в Советском Союзе, восхищались. То это грузинская, это культура, которая, общекавказская культура, которая была воспринята со стороны грузин. Но сегодня они пытаются отрицать практически свою связь с кавказским народом. То есть очень многие публикации сейчас появляются о том, что грузины больше европейцы, чем сами европейцы, мы больше европейские мыслящие и так далее. Вот это, то есть тем самым они, отрываясь от Кавказа, они разрушают свою идентичность. К сожалению, сегодня это мы видим, но и тогда, откуда это не просто сегодня это появилось, это уже мы видим вот где-то вот в советский период. То есть это определенное привилегированное положение грузин сыграло свою очень такую отрицательную роль формирование национальной элиты. Не грузинского народа, то есть здесь речь, я имею в виду национальную элиту, не всего грузинского народа. То есть вот это они не могут до сих пор вот принять за равных своих соседей. То есть это вот эта иллюзия имперской амбиции мешает им воспринимать своих соседей равными себе. И, безусловно, это вызывает огромное сожаление и разочарование. То есть это мешает национальной элите осознать свою роль на Кавказе.
А роль Грузии на Кавказе довольно значительная, очень значительная. Потому что какова ситуация в Грузии, как национальная элита поведет себя, очень многое зависит стабильность Кавказа. И как они себя поведут в дальнейшем, тоже очень многое зависит. Дальнейшей судьбе не только соседних народов Кавказа, но и судьбе самого грузинского народа. То есть мы видим, что национальная элита в жертву, приносит в жертву интересы своего народа своим имперским амбициям, да, и не дает возможность нормальному развитию своим соседним народам. Тоже есть. Это одна сторона, но еще другая сторона, которая в грузинском движении, в грузинском политическом движении, которое сегодня происходит, это то, что сегодня идет процесс формирования грузинской нации. Что такое, да? Есть картвельская языковая семья, куда входят картвелы, то есть сами грузины, мингрелы и сваны. Это все три древние кавказские народы. Древние, например, свани отделились от прокартвельского языка в 18 веке до нашей эры, то есть 4000 лет назад. А картвело-мингрельская общность, единая общность, распалась в 8 веке до нашей эры, то есть 3000 лет назад. То есть на протяжении 3-4 тысяч лет эти народы живут самостоятельно, со своим языком, со своим менталитетом, своей культурой, своими государственным образованием. Мингрельские государственные образования были, Таласское царство, Котлецкие государственные образования были. То есть это самостоятельные народы. Мингрелы и грузины не понимают друг друга, потому что когда в 19 веке они все три народа оказались в составе одной империи, до этого такого не было. В Российской империи они оказались в 19 веке, до этого Картли, то есть Грузия, находилась в составе Персидской империи, а Мингрелия находилась в составе Османской империи. То есть они в одном государственном образовании не были. А в 19 веке они оказались в составе единого государства, то есть Российской империи. И здесь прошел процесс сближения этих народов. Процесс слияния, очень много объективных факторов, там единая письменность, там единая общие сходственные черты культуры и так далее, процесс слияния. Но этот процесс слияния еще не завершен, что усугубляет вообще положение, потому что период процесса формирования нации характеризуется бурным ростом национального самосознания, который может переходить к крайней форме национализма. И как мы видим по событиям и советского периода, и особенно уже когда в конце 80-х годов, практически все отмечают, что оно вышло в крайнюю форму нации, в шовинизм, то есть неприятие других народов. Это в принципе, мы уже видим, к сожалению, тогда мы уже видели о том, что грузинской национальной элиты, и этот шовинизм, это неприятие других соседних народов, она уже становилась частью национального самосознания, к сожалению. Можно привести такие примеры, например, когда грузины уже напали на Осетию, на Абхазию, там уже были войны, большие столкновения, противоречия с армянами, Джавахети, с Азербайджаном мордовались, с дагестанцами творили. То есть это практически со всеми народами у них начали столкновения. То есть тогда Гамсахурдиев выдвинул лозунг «Грузия для грузин», и народцам не место на территории Грузии и так далее. То есть советскую Грузию, те земли, которые были им подарены, скажем, Советским Союзом, Сталином, там Абхазия была включена туда, эта территория, советской административной единицы, они начали воспринимать как, собственно, Грузию. Но что интересно, в этот период ни один человек, представитель научной, творческой интеллигенции Грузии, не выразил возмущения этим действием грузинских националистов, почему вы притесняете народы, притесняете другие нации, почему вы выдвигаете лозунг «Грузия для грузин». Никто против не выступил.
В принципе, все это, конечно, вызывает сожаление, честно говоря. Потому что на самом деле вот грузинский народ действительно такой, да, многострадальный народ, он заслуживает иной, более лучшей участи, чем той, которую ему сегодня навязывают политические и духовные лидеры, которые навязывают ему сегодня, да, там национальные элиты, которая сформировалась именно в советский период со своими имперскими амбициями. Это вот две такие стороны со стороны Грузии, вот, характерные, которые вызвали, да, вот, антагонизм. Но есть еще другая сторона со стороны Абхазии, да, вот, абхазские особенности такого абхазского национального движения. В чем они заключаются? Ну, я уже сказал, что вот в XIX веке абхазов, то есть они вот в этой битве потеряли 90% своего населения. Абхазская государственность была ликвидирована в 1864 году, то есть и лишенная своей национальной государственной идентичности, Абхазия был разрушен. И в этот период, когда они еще вели войну, значит, борьбу с царской Россией, по большому счету, они тогда получили удар совершенно неожиданно, откуда вообще не ожидали, со стороны Грузии. То есть откуда они ждали и помощи. Но здесь не точно, но мы знаем, что грузинские отряды в составе российских войск участвовали в завоевании Кавказа. Но здесь, в Абхазии, известно очень много случаев, что они участвовали не только против вооруженных сил абхазов, но и против, значит, и в составе российских войск в карательных акциях против мирного населения Абхазии. Такие факты очень много известны, что, естественно, не могло оставить такой глубокий отпечаток у абхазов, что вот вчерашние соседи вот такую вещь о себе позволили. Потом, когда уже переселение, когда вот это уже пошло и так далее, определенное такое недоверие друг к другу уже начинает проявляться. По отношению к грузинской элиты существовало определенное доверие, то есть какие-то отношения были еще, помните, тогда вопрос стоял, когда вот Москва поставила вопрос, ультиматум практически перед Абхазией поставили, Абхазия была провозглашена независимой Советской Социалистической Республикой. Ну, ЦК КПСС, тогда политбюро большевиков поставило, вы не можете быть независимым, вы, значит, или вы должны войти в состав России, или войти в состав Грузии. Здесь очень много, значит, вопросов было. Например, Лакомба считал, что лучше давайте войдем в состав Грузии. Понимаете, то есть такое тоже было, потому что определенное доверие к этой элите еще до конца такого антагонизма не было. То есть и очень многие абхазы считали, что да, значит, давайте все-таки соседи, мы в составе Грузии и так далее. Такое было. Хотя в основном, когда в Грузию вошли, здесь восстание было в 1931 году, народ был против. Естественно, хотел быть независимым. Но я имею в виду элиту, партийную элиту, которая, у них другого выхода не было. Или, другого выхода нет. То есть два только выбора. И я говорю, что, значит, определенная часть уже как-то еще питала доверие грузинской элиты. Но совершенно дело меняется, когда уже началось огромное переселение грузин. Сразу же были репрессии, пошли, абхазский язык был запрещен, абхазский народ был объявлен этнографической группой грузинского народа, абхазский язык диалектом грузинского языка. За произношение слова «абхазский народ» можно было получить несколько лет колонии. То есть полностью уже абхазские школы были закрыты, все. То есть было объявлено, что абхазского народа не существует. Это в 40-е годы, 50 до смерти Сталина и так далее. То есть репрессии очень серьезные были, здесь обречество очень сильно развилось. То есть уже борьба пошла такая. Ну, естественно, здесь то есть удар уже изощренно начал наноситься. То есть основную опасность для абхазского народа оказалась именно со стороны Грузии. А не просто чисто вот физически, здесь вообще по своей духовной сущности, то есть сам отрицание существования самого народа. И здесь, конечно, это очень серьезное влияние на эту психологию абхазов действительно оказало. То есть это был, и это сопротивление, она очень такое, очень серьезное сопротивление пошло, то есть за свою самобытность, за свою
идентичность, да, вот самохранение своего народа и так далее. То есть и здесь основная борьба абхазского национального движения была уже направлена против Грузии. Именно против советской Грузии. Я уже еще раз говорю, что она воспользовалась теми привилегиями, которые имеют союзные республики, начали полностью ускорить ассимиляцию абхазского народа в грузинской этнической среде. И Абхазия, как бы находясь матрешка в матрешке, то есть первый удар, который она получила, это от советской Грузии был. Ее борьба была направлена против Грузии. Главная цель Советского Союза, программных партий, коммунистические партии, в чем она заключалась? Которые они объявляли, это ассимиляция малочисленных народов с более крупными народами, а этих крупных народов уже полное слияние с русским народом. И создание такого советского народа, гибридного советского народа, не русского народа, ну, русскоязычного, но не русского народа, какого-то коммунистического советского народа. Ну, уже в 70-е, 80-е годы уже говорил, что мы живем, у нас советский народ, только советский народ, то есть гибридный народ. То есть цель была ассимиляция народов. А абхазы боролись за сохранение своего языка, своей культуры, своей самоидентичности, да? То есть за сохранение своего народа. То есть фактически, то есть борьба абхазского народа была направлена против основ советской власти, против целей советской. Это антисоветское движение было. Это движение было невидимое вообще в условиях Советского Союза. У нас были восстания, через каждые 10 лет восстания, демонстрации были. Это всегда делало много шума. В Советском Союзе вот это 67-й год, 77-й год там, и так далее. Там, в 57-м году тоже, то есть через каждые 10 лет. Еще раз повторяю, в Советском Союзе таких движений не было. И потом, когда обращались в Москву, Москва, когда смотрела, сразу же там эти же обращения и так далее, они вызывали Тбилиси: вы что, говорит, волюнтаризмом занимаетесь? Не надо, говорит, их быстрее, надо их подготовить. Вы, говорит, естественно, ну, вы, говорит, накажите их там, которых зачинщиков, да, ну, не спешите. То есть они не могли, то есть они против них это было, они не могли наказывать, допустим, руководство Грузии за то, что они пытаются ассимилировать Абхазию, потому что это цель коммунистической партии была. Они сами это делали, то есть, да. Здесь были репрессии, людей с работы снимали, многих сажали в тюрьмы, это национальное движение. Но единственное, вот, что вот это движение, как бы она в форме не принимала антисоветскую. Хотя по сущности это было антисоветское движение. Это усилилось когда вот начал уже распадаться Советский Союз, начал уже перестройка, пошла там уже эти движения, когда были разрешено говорить уже, да, тогда все начали говорить. Допустим, если мы говорим, сейчас, значит, грузины, очень многие представители грузин говорят о том, что абхазское движение было инспирировано Москвой, это, значит, в борьбе против независимости Грузии. Ну, понимаешь, это просто абсурд. Абсурд, потому что когда абхазы боролись за эту независимость, когда боролись за свои права, в 60-е, 70-е годы поднимали восстание, в Грузии никакого движения не было. И не могло быть никакого движения. То есть мы уже давным-давно боролись, абхазы, за свои права. То есть это было антисоветское движение, еще раз говорю. Против главной цели коммунистической власти. То есть мы хотели изменить территориально-административное деление, то есть один столб Советского Союза было. И главной целью создания нового человека. Вот Грузия голосовала против сохранения Советского Союза, а Абхазия за сохранение Советского Союза. Почему это? Не то, что это Абхазии такие были социалистами, коммунистами, что очень любили советскую власть, а за то, что тогда, вот если помните, вот это тот же вот эта инициатива была вот, правозащитника академика Сахарова о том, что все народы должны иметь равные права. И союзные, и автономные республики должны иметь равные права. И в Верховном Совете была создана комиссия, возглавляли ее, кстати, лидер абхазского народа Владислав Арзенба, по созданию новой конституции, где и автономные республики
и союзные республики получали равные права. То есть мы оказывались, то есть уже выходили из состава, административного состава Грузии и становились как уже на другом этапе. То есть уже борьба шла бы на другом уровне. Но противниками, чтобы все народы Советского Союза были равными, были представители, как вы думаете, Грузии и России. Те, которые имели в своем составе автономные республики. То есть они категорически были против, они даже пытались совершить какие-то вот террористические акты против абхазской делегации. То есть членов Верховного Совета, которые находились в Москве против Владислава Григорьевича Арзенбаума, потому что у него специально была выделена охрана. Представляете? Вот это еще при Советском Союзе. А еще в 1989 году абхазская делегация встречалась неофициально с грузинской делегацией, представителями Гамсахурдия, Костава тогда был, Мираб Костава тогда. Встречались тогда, абхазская делегация, представители сказали, мы им сказали, мы готовы выступить, Абхазия выступит за выход из состава Советского Союза, вместе будем бороться за это, вместе будем требовать. Но нам нужно ваши письменные, просто письменные гарантии, что когда мы выйдем из Советского Союза, у вас не будет претензий на Абхазию. Вы не будете пытаться захватить Абхазию, что мы взаимно признаем друг друга, и вы нас признаете как независимо, и мы вас признаем как независимо. И тогда они замолкли. Тогда мы не можем на этот вопрос ответить. Если вы не можете ответить на этот вопрос, тогда какой разговор мы с вами можем идти? Тогда что вы от нас, что вы от нас тогда хотите? Мы не можем сегодня, это сложный вопрос. Если сложный вопрос, тогда вы просто лицемерите. То есть, когда говорите о правах народа, когда вы хотите независимость, если вы желаете независимость своему народу, и, лишаете независимости, отрицаете право на независимость другого народа, тогда о чем мы с вами будем говорить? То есть, они обещали подумать и так далее, до сих пор думают, там, нечего вообще. К сожалению, все попытки, там, 89-е, 90-е годы, договориться с ним. Когда Советский Союз распался уже, и что тбилисская элита уже, независимо от Москвы, что они могут уже без из внешних сил проводить самостоятельную политику, направленную на удовлетворение интересов грузинского народа прежде всего, и нам удастся найти общий язык. И что мы можем договориться, потому что не будет таких захватнических устремлений, захвата территорий других соседних народов. И мы можем найти общий язык и установить какие-то мирные взаимоотношения и так далее. Мы сразу же начали предлагать уже в официальном уровне федеративное устройство, конфедеративное устройство. Да, вот даже когда в день нападения абхазский парламент обсуждал вопрос, проект федеративного устройства между Абхазией и Грузией. То есть здесь со стороны Абхазии делалось все для того, чтобы установить нормальные отношения. Они посчитали, что могут войной захватить Абхазию. Посчитали не только, здесь еще надо иметь в виду, что здесь сговор. Сговор между правительством России и правительством Грузии, то есть между Шеварднадзем и Ельциным. Да? То есть здесь надо учитывать, что национальные движения на Северном Кавказе, национальное движение здесь на Южном Кавказе, то есть автономных республик, естественно, противоречили интересам таких, и Грузии, и России. Естественно, они сговорились, в Дагомисе была встреча, где они сговорились о том, чтобы оружие было дано Грузии, очень большую помощь оказана была Грузии. И был где-то 3 дня там. Ельцин приехал в Сочи, ждал там, пока грузинские войска займут Абхазию. Шеварднадзе приедет в Сочи, и там, они уже заключат определенный договор. Спецназ Грузии прилетел в Сочи, ждал Владислава Ардзена. Они думали, что сейчас Владислав Ардзен побежит в аэропорт Сочи, чтобы бежать в Москву, и там они его схватят и повезут в Тбилиси и будут судить. То есть фантазии такие, война, к сожалению, показала,
Вот за этот период то вот выработано у национальной элиты вот, да, вот такое вот неприятие, ненависть, да, все, что связано с историей Абхазии, с культурой Абхазии, с абхазским народом, как вот, со стороны грузин. То есть в период войны вот, она ужесточенный характер такой приняла война. Что они сделали? Сожгли государственный архив Абхазии. То есть, где утеряны вообще ценнейший материал по истории, культуре, этнографии абхазского народа. Абхазский научно-исследовательский институт, материалы, одни только материалы, 100 авторских листов нашего известного историка Шалва Денисовича Иналба пропало. Это утеря вообще невосполнимая. То есть Национальный институт был сожжен, разграблен музей, экспонаты вывезены, значит, в Тбилиси. Древняя средневековая архитектура разрушалась. Вот, по-моему, до сих пор тоже памятники абхазских писателей, поэтов, некоторые еще даже до сих пор не восстановили, которых они головы резали, расстреливали. То есть представители абхазских, памятники абхазских писателей. То есть они не только вообще только физически там против абхазов шли, но они вообще стереть память об абхазах. То есть все, что связано с Абхазией. То есть это мы видим просто такую ненависть к абхазам, к культуре абхазского народа, как к абхазам, как к носителю иного культурного наследия. То есть это серьезная такая проблема, которую... И мы видим сегодня мы видим о том, что вот эта ненависть к абхазам стала частью национального самосознания грузин. Это вот самое опасное, не просто для соседей, это опасно для самого грузинского народа. Это очень нужны еще, я не знаю, сколько поколений для того, чтобы возвратиться в нормальное русло мышления, чтобы грузинская вот элита, они перешли от мифического к адекватному восприятию реальности, которая существует. Да? Вот, к сожалению, этого мы не видим. И до сих пор, что вызывает, еще раз говорю, очень большое разочарование. Что для абхазов, для нас, например, очень важное значение имеют существование независимой, демократической, такой стабильной Грузии. Это важно для вообще безопасности, стабильности на Кавказе. Но, к сожалению, мы пока сегодня не видим ни одной силы, политической, общественной силы, которая могла бы вот такой преодолеть вот такой синдром такого имперского такого мышления, выработанного вот в советский период, и на равных начать воспринимать своих соседей. То есть мы не видим таких политических сил, к сожалению. И вот то, что вот сегодня происходит, безусловно, это очень тяжелые последствия, прежде всего, будет иметь для грузинского народа. То есть сегодня попытка представить ту борьбу, которую вел там абхазский народ в 20 веке, в 19 веке, чуть ли не извне направленные против Грузии. Ну, это просто абсурд. Это, используя свои информационные возможности и так далее, они доносят ложь о тех событиях, которые это имело место быть. Сегодня вот, со стороны Абхазии установления мирных отношений проблем нет. То есть мы всегда были готовы установить нормальные, мирные, добрососедские отношения с Грузией. И начать жить, установить дипломатические отношения, взаимно признать друг друга. То есть, они говорят, что вот нет такого абхазского народа. Абхазия оккупирована. То есть это выдуманный мир. Живут у них своя автономная Абхазия, там правительство, там есть у них там главы администрации городов, там у них своих. То есть вот эта иллюзия, к сожалению, мешает установить нормальные добрососедские отношения с Абхазией. И еще другой вопрос здесь есть. Вот говорят о том, что вот вы изгнали грузин и совершили этническую чистку. Здесь тоже очень совершенно неправильный какой-то вот однобокий подход. Во-первых,
кто они, вот эти беженцы, значит, да, вот перемещенные лица и так далее. Когда войны случаются, то есть, да, вот такие перемещения по этническому признаку всегда происходят. Ну, и у нас тоже это имело место быть, потому что когда с грузины сперва заняли половину Абхазии, абхазы были полностью изгнаны из тех территорий, где они жили. Потом, когда мы освободили территорию Абхазию, грузины ушли. То есть до соприкосновения, кстати, с абхазской армией, заранее они ушли. В принципе, там, несмотря на то, что абхазское правительство, Владислав Арзенба официально заявлял, публично говорил по телевизору, что никуда, никто пускай не уходит, никого не надо, все жители оставайтесь на месте. Ну, потому что они, в основном, все население воевало против Абхазии, и, естественно, они боялись возмездия и ушли. Но Абхазия что сделала? Уникальный случай в мире, когда мы разрешили вернуться. Тогда возвратили, около 60 тысяч возвратили. Сегодня в Грузии второе или третье место занимает по количеству населения в Абхазии. То есть они живут в Абхазии. Мы их приняли. Но когда мы их начали принимать, то есть мы говорим, что они должны вернуться в Абхазию. Грузины говорят, что мы не возвращаем. Они не признают, что эти вернулись. Почему не признают? Потому что они должны вернуться в Республику Грузия, не в Абхазию. Понимаете, вот, то есть они превращают гуманитарный вопрос в политический. Дело в том, что они не являются беженцами, грузины, которые здесь проживали, и не являются насильственно перемещенными лицами. То есть под категорию они не попадают. Почему не попадают? Потому что они были переселены сюда, когда Абхазия была колонией, когда Абхазия потеряла свою независимость, когда Абхазия была лишена своей государственности, когда они были переселены сюда в дома высланных абхазцев. Им были отданы в дома высланных, насильственно изгнанных из Абхазии в земли. Эти земли, эти дома Абхазии, у абхазов было отнято насильно. Это было, земля их была, это частной собственностью. Они пришли, заняли незаконно чужое имущество, заняли чужую землю, понимаете? Когда абхазы уже не могли сопротивляться, потому что здесь была колониальная власть. Но когда уже время абхазы боролись, они не останавливали, даже в период России, царской России, в советский период боролись за восстановление своей государственности, восстановление своей независимости, да, за свою независимость. Это, и восстановили, то есть освободили свою страну. Они возвратили то, что им по закону принадлежало. Понимаете? Отнятые вот этими людьми, которые пришли. Хотя они, их тоже, может быть, многих людей насильственно переселяли сюда. Они, некоторые, немногие самостоятельно не пришли сюда. Вот известно, когда в советский период, когда грузин сюда целыми селениями, районами переселяли, грузины противились этому, они не хотели. Очень многие обратно убегали, но кордоны стояли на границе между Абхазией и Грузией, чтобы грузины обратно в Грузию не убегали. Очень многие убегали. Первый раз там они штрафовали, второй раз, который ловили, 5 лет давали в колонии, в Сибирь отправляли грузин, которые насильственно переселяли Берия и Сталин в Абхазию, но они хотели себя дома жить. Ну, многие, естественно, и остались, потому что их заставили остаться. И винить в этом тоже их нельзя. То есть это, никто их не обвиняет в этом. Но никто их насильственно не изгонял отсюда. Но они не имеют права претендовать. Не имеют права. Кто законно имеет право претендовать на имущество, на землю, это потомки тех изгнанников, которые сегодня находятся в Турции, которые по нашему законодательству, они все являются гражданами Республики Абхазия. Они возвращаются и получают определенные такие, ну, как репатрианты, получают пособия. Они имеют право на возвращение, жить на территории Абхазии. Незаконно, насильственно отнятое у человека, он может через 500 лет вернуть. Через 1000 лет тоже может вернуть. Это его незаконно, это его неправомерно отнял. Это его земля, это его имущество. И он может это вернуть. То же самое произошло здесь. То есть, ну, мы сегодня не говорим никому, тем поселенцам, колонистам, мы
Здесь все живем как одна семья и так далее. Здесь нет такого. Эти грузины здесь спокойно живут. Никаких проблем. Но проблема создает Грузия. И для тех грузин, которые живут в Абхазии. Например, в Гальском районе. То есть для них они создают, они не дают им интегрироваться в абхазское общество. Совершенно не дают для того, чтобы их использовать в борьбе против Абхазии. Это как они держат их как крючок, что в борьбе против, значит, да, против независимости Абхазии. Потом они говорят, мы возвратим Абхазию. Куда возвратим? Что значит возвратим Абхазию? Мы в Абхазию, в Грузию никогда не входило. Грузинское государство. Советская Грузия – это не грузинское государство. Советская Грузия – это территориальное административное деление Советского Союза. Как таковое государство Грузии не существовало. Это формальность была, то же самое, как и в Абхазии. Да? И когда сегодня грузины, правительство говорят, то мы должны Абхазию возвратить в состав Грузии, речь идет о том, что они хотят возродить Советский Союз, Советскую Грузию. То есть, ну, парадокс получается. Они отрицают Советский Союз, одновременно пытаются возродить Советскую Грузию, то есть Советский Союз. Да? А я говорю, не вообще, когда грузины говорю, я имею в виду не грузинский народ, потому что вот мы знаем, да, народ это очень талантливый, очень, честно говоря, многострадальный. Еще раз говорю, что он заслуживает лучшей участи сегодня, чем ту, которую вот ему навязывают. Вот эта элита. Вот национальная элита, она имеет определенные свои особенности. Это очень много, я сейчас в двух словах, если скажем. То есть она быстро всегда приспосабливалась и становилась проводником интересов той империи, которую завоевывала, которая приходила сюда. Вот, например, Персидская империя входила в Персидскую империю. Для элиты грузинской солнце вставало в Тегеране. А потом уже в Российской империи, вот уже в советский период, солнце начало вставать уже не на востоке, как обычно у всех народов, а вот в Москве вставало. Помните известное изречение Шеварднадзе, что для Грузии солнце встает в Москве. Сегодня, вот опять для грузинской национальной элиты, солнце уже встает не в Москве, уже в Вашингтоне. Завтра мы не знаем, где она будет вставать и так далее. Да? Вот хотелось бы, чтобы грузинские национальные элиты, они дошли до того, что понимание реальности, что солнце все-таки всегда встает на востоке. Что вот, отношения со своими соседними народами надо основываться на равных, признавать своего соседа равным себе. Ну, мы все-таки надеемся, все-таки, что когда-то вот, грузинская элита придет такое осознание необходимости мирного существования со своими соседями, и мы будем, как обычно, нормальными добрососедские отношения у нас будут. Естественно, когда-то это восстановится. Ну, хотелось бы, чтобы побыстрее это вот сложилось, чтобы мы могли бы нормально дальше развиваться как и Грузия, так и Абхазия.